Всем привет, раннее утро, 6 час утра, я уже с 3 на ногах, ребят, сборы у меня, едут ко мне гости, соседи, Кировская область, два мужичка, ребят, порыбачить на Лима. Серега уже общаюсь давно, уже года два, наверное, а то и три, так как он мой старый давнейший подписчик, списываемся постоянно. В прошлом году он хотел приехать порыбачить на Лима, не получилось, но вот в этом году, ребят, решилось. Где-то в 12 ночью он выехал, и сейчас где-то они, ребят, едут. Я потихоньку собираюсь. Едем на 2-3 дня, ребят. Короче, будет страшная рыбалка по налиму, потому что будем брать, ставить продольники, донки. Короче, ребят, будем пробовать добывать пресноводную треску жестко и уверенно. Так что давайте, ребят, видео, наверное, будет частями, потому что снимать буду быт. Короче, ребят, будет красиво, интересно, вкусно. Так что давайте, ребят, не стесняемся за лайкосики, пишем креативный комментарий. Ну и начинаем. Вот сборы, ребят. Все, достаем все вещи, чтобы ничего не забыть. Вещей берем много, сложный подъем. Ну, что-то Серега на связь пока не выходит. Не знаю, что случилось, должен быть уже на связи. Кучу вещей, ребят, все надо паковать, доставать. Ждать Серегу. Общие сборы. Будем смотреть по вещам, чтоб лишнего не брать. Серега едет с напарником. Везет свой мотор, везет лодку свою. Кучу вещей. Короче, вот такие дела, ребят. Серега. Здорово, Андрюха. Привет, привет. Все, не выключился это, Юра. Лебеди пошли. Красавцы. Все, на юг. Все, ребят, Серегу отправил до реки, объяснил, как он сейчас с напарником будет выгружаться там. Потому что машина полная, вообще мотор, но я объяснял, лодка. Вот мои вещи, ребят. 4 сумки. Продукты. Здесь кухня получается, бензин. Здесь теплые вещи, спальники. Здесь снасти, гаджеты, фонари. Ну и по мелочи вот так. Утро, температура 6 градусов. Жду Серегу. Вторую ходку грузимся. И до реки. Серый. Себе у нас что это 100? 130. 130, да? 130. Я как раз задумал собрать уже 130. Спасибо. Ты все едешь как с каким-то... Спасибо. Спасибо, Серый. А то потом хорошая рыба берет, а ты... Сейчас налево, Серый. Да, здесь оставляйте. Так, ладно, я подгоняю свою лодочку, гружу свои вещи. Посмотрим потом, как у ребят по шмурдяку. Кстати, многие писали, шмурдяк это какой-то напиток. А у нас так называют вещи, не знаю, ребят, куча вещей, барахло. Такие дела. Я здесь прятал живца.
которого ловили. Как он, в каком состоянии у нас. Так, подлещик. Ёрш вот этот скопытился. Птицам оставим. Окуня не живут почему-то. Еще ёрш скопытился. Плотва нормальная. Еще ёршик. Все. Начинаем погрузку вещей. Блин, вода упала, ребят. Не знаю, как будем перекат проходить. Вообще капец. Воды просто нету. Воды просто нету. Баркас готов. Я его в стороночку сюда. Вот так вот. Сейчас будем грузить второй комплект. Смотреть, что почем. Серег, потом надо машину это сразу припаркуй как-нибудь по-человечески. Потому что этот, ну куда-то сбоку. Люди будут заезжать, да, охотиться, рыбачить. Чтобы это нормально было. Так, здесь аккуратненько. Не знаю, можешь свой надо спустить край. Там аккуратно, там глубоко. О. Сколько? 26, да, вроде? Вес. Ну, где-то, да. Потому что 9,9 на 10 уже тяжелее. Да, что плоско на дно. Сюда положим. Ноги у меня там будут. Да. Блин, куча вещей получилось. Ну, в тайгу, понятно, идем, надо комфорта, надо продукты, надо вещи теплые, палатки и так далее. Короче, раскидали мне вещи наполовину, получается. Что-то у Сереги я забрал, что-то у него, короче. Ну, плюс он вдвоем идет, ну и у него 9,8, у меня 5. Все, сложный подъем, ребят. Вода упала, перекаты страшные. Посмотрим, как это все будет у нас получаться. Ну, дай бог.
Серегу. Ну, они там бортаются возле острова. Вообще, короче, жестко. Тяжело, блин. Я проскочил. Потому что тоже ждать. Обороты дашь. Ну, мотор, лодка начинает на хода идти. А потом, если будешь ждать, то потом тяжело разогнаться. На таких мелях очень тяжело. Лучше, думаю, я подымусь. Да тут погуляю, посмотрю на острове, что тут на острове творится. Ну вот, в принципе, старые следы лося. Ну вот это леса. Видно, леса копала. Что-то искала. Нагадила, ребят, смотрите. Что-то съела вроде вот. Не знаю. Ребята сейчас вылезут с пучины, вот этой с пучины. Почему полукрест минуты? Ну, потому что, по идее, одна сторона длиннее, а вторая чуть короче. Ну и чё? Ну так, Все равно получается. крест Ну, получается. это делаешь где-нибудь на 150-160, чтобы она на лунку ложилась. Ну. Давайте будем берить. Серый, держи. Так что с этими с вертолетами можно неплохо. Там, где попадаются налим, оставляешь вертолеты. Ну там, Не- где, не там, это. где клюет, да, конкретно. Да. Ну. Лучше оставить. Все, ребят, согрелись немножко, 100 грамм. Блин, ну холодно сегодня вообще, конечно. Что, еще 3 переката у нас впереди. Блин, ну бодаемся, вообще страшное дело. И уже пойдем потом потихонечку. Блять, пиздец просто. Хорошо, мотор сразу поднимается, блин. Вот, ребят, видите, опять огибает вот эта коса. Вот она вот так идет. Короче, надо змеей вот так ходить, получается. Мотор вообще не идет просто. Здесь прям прижимает, получается. На перекате ее прижимает прям очень сильно. Прошли пока перекаты. Вот так, ребята, блин, 3 часа мы здесь проблескались. Все, топим. Погнали. Затянул, да? Серый? Просто до упора и сейчас затягиваешь. Сначала раскрутил его до упора, воткнул и туда, пока не упрется, а потом затягиваешь. Все. Все. Главное, не перетянуть. Все. Огонь. Ну да, слышь, нифига, да? Нормально удлиняет. Вот ты можешь еще Да, вообще могу, да? сдвинуться вот так вперед, чтобы тебе руку вот так назад было. Движение. Ребят, ну что, мы вроде как добрались. Такой сложный подъем у нас был. Сережа, ты как? Устал? Жесть, блядь. Перекаты ребята мелели, ну вообще капец, конечно. Тяжело, но потихоньку поднялись. Груженые, потому что очень много груза у нас. Дошли до первого вот этого перспективного места, ребят. Та же стандартная наша скала. Сегодня у нас, в принципе, промысловая рыбалка будет по налиму. Потому что много будет всяких разных снастей. Все будем показывать, рассказывать. Короче, донки, закидушки, ребят, сегодня мы будем в стороне, а сегодня будем рыбачить на другие снасти, на серьезные.
Блин, слышь, ну вещей, конечно, как будто этот. Прям вообще у нас турпоход капитальный. А что вы? Что, как говорится, приехали отдохнуть по-нормальному, по-человечески, все. Юбка. Не мешалось. Ну, сумка тяжелая. А там, считай, Как говоришь, 14 банок. тушенки. 14 банок. Серега дает прокатиться на своем баркасике. Тут все серый, никаких примочек, просто завожу. Ну, Там на нейтрале посмотри, на нейтрале. чека вставлено? Да, все нормально. Ну, тогда на нейтрале и все заводи. Все, нейтраль. Там это. Да, ребят, конечно, есть с чем сравниться. Лодочка маленькая. Газ такой нежный, конечно. Газ нежный, блин. Не могу, конечно, ну каждой к лодке надо привыкать, по-любому. Все, полетело. Аж прижимает, блин. Да, Ну, ребят, отлично. Попробовал вот так, да, но здесь, конечно, очень опасно, я прям чувствую. Все, чуть дал, положила, полетел. Знаете, ребят, что творит? Я еще в третий газ иду просто. Она просто не... Вот так катается по воде, получается. Блин, здесь, конечно, если поймаешь что-нибудь, вылетишь, блин. Все, вот ее положила, она летит просто. Ребят, ну что, мы все на лагере разобрались. Братский у нас разбирает вещи. Немножко дров смотрит, а мы с Серым сходим до озера, поставим немножко сеток, парочку, чисто на поесть, потому что будем жить 2-3 дня, чтобы свежая рыбка была, да, Серый? Ну да. Погнали. Ну, помчали. Наверное, похолодает. Ну что, ребята, съездили мы с Серегой, посмотрели места. Короче, местных, сельских все заставлено. Местные все рыбачат, все на охоте, все
на сетках хотят добыть рыбу. Короче, ну ладно, что. Не получилось у нас поставить. Там в одном прогале поставили одну сеточку. Не знаю, ну так, там бессмысленно. Думали, чтобы на каждый день, чтобы была свежая рыбка поесть. Ну да ладно. Товарищ у нас уже тут молодец. Занимается лагерем. Дрова пилит. Сейчас будем заниматься, ребята, лагерем. Ну а как? Иначе. Иначе никак. Вот. Ну в целом, ребят, здесь будем кайфовать 2 дня. Здесь будет у нас домик, да? Есть такое дело, да. Блин, нифига такая металлоконструкция большая, да? Вообще жесть какая-то. Я до сих пор разобраться не могу. Серый. Большая, да, металлоконструкция? Как он говорит, Большая. 3,15 на 3,15. 3,15 на 3,15. Это, в принципе, вот так получится, да, у нас? Ну да. Разверните мне этот шатер, чтобы я понимал, что куда и как. Все, Потому что сейчас я будет. здесь понимаю, что здесь эти еще углы. Баннер у нас получается вот такой. Это от Славяна. Славян, будешь смотреть, тебе привет огромный, брат. До сих пор штука твоя работает. Штука твоя в деле. Вот она. И именно вот эту штуку мы постелим на дно нашего лагеря, чтобы у нас было все четко. Ничего у нас, никакая мышка нас не кусала снизу. Вот мы ее постелим. И Серега привез шатер 3-метровый на 3 метра. Короче, будет квартира целая. Парни большие, чтобы мы были там все в уюте. Стол у нас, свет. Короче, попробуем. Они забыли здесь отверстие просверлить. Потому что здесь должно быть отверстие под фиксацию. Я единственное вышел, лошадку запрек и снова запрек. А там, короче, показали большой-большой. Да. И нечеловеческий, короче. Вон, Андрюха на это понимает. Какая инструкция? На YouTube, по-моему, выложили как. А инструкция была проста, да. 1, 2, 3, смотри, и все. Ну, я и говорю, а инструкция была проста. Да. Чё ж мы не додумались? Во-во. Не, ну тут-то как бы, я так понимаю, что правильно. Вот эти вот внутренние, вот эти вот, Сейчас разберемся. вот эти вот внутренние. Вот они правильно. И она должна где-то ножки. Ну да. Подожди только, этот выпадет сейчас. Там-то нет 3 ножей. Не-не, нормально. Нормально. Так, сейчас. Андрюх, держи. Давай. Это, Серег. И эту-то не держи, вон туда иди. Вот. Вот, а это должна вставляться просто снизу. Раз. И должны стоять, короче, вот эти подпятники. Подпятники, да. Опа. Поймал, да? Ну ты слышишь, ну, братский молодец, слышишь, разобрался. Блин, ну реально, слышишь, очень тяжело. Еще один подпятник еще там. Так. Потом постелить, что будет? Потом-то это, пол-то хороший постелить уже на стенд. Что стоит так, как давай попробуем. На, с другой стороны. Вот. Давай, расстилай. Так, ложи, что, передавливай. Трава, там ничего нету. Она вся на завязку крепится. Да. Так. Подожди, вот эти вот углы на углах. Да. Что, ребят, разобрались мы, короче, со шатром. Прошел, наверное, час. Бодались. Короче, здесь получается как диагональ разная, да? Да. Да. И, короче, мы собрали как бы, ну, как попадало, ну, как получается, мама в папу. У нас всего ее перегнуло, в конце разобрались. Ну и в целом это летний вариант. Дна нету. Вот. Низ проветривается. Здесь каждая стенка открывается. Соответственно, вот мы взяли баннер, сделали спальную зону. Подвернули край,
чтобы снизу не задувало, получается. Здесь будет у нас спальная зона, здесь у нас будет обеденная зона. Ну и, короче, стены еще укрепили, вот. Прям классно, да? Тебе нравится? Конечно, замечательно. Да, вот, то бишь, ребят, у нас сейчас подвернуто, получается, и снизу не задувает. Сейчас серый еще подтянет. Вот, на утяжечке. 4 стороны будет подтянуть. Это серый новый, ты еще не расправлял, да, я вот так понял? А? Ты еще не, ну, как бы не собирал, не расправлял, да? Я уже купил. А, ты только купил, да, его? Понятно. Я его только Ну, купил. со временем, я думаю, растянет. Ну, со временем, конечно, там поймешь, что почем. Ну, вот такой балаган у нас получился. Прям реально как таежный балаган такой. Так, ладно, ну что, ребят, мы, наверное, сейчас горячего обедать, костер, вещи, что почем. Ну и уже потом к рыбалочке будем расставлять снасти. Да. Серьезные Да, снасти. Поднимай сюда сейчас. Да, давайте, ребят, займемся делами. Что спальня, так сразу спальник. Так. Опа. Так, что мы на улице? Газ. На улице, да? Фигня там, Да, на улице. Опоры нужны, да? Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-та. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Опа. Опа. Нам братский. Братский, держи. А дождевик тоже. Так что хрен мы замерзнем, блядь. Ну да. Тем более вот когда вот такие вещи есть, да? Так, ладно, что, костерочек быстро сейчас разожгем. Надо обед готовить, ребята. Пока подымались, пока чё почем. Это продукты. Это холодильник, сумка. Серьезно, Серега? Ну да, посмотри. А, так это колонн у тебя, да? Капитальный колонн, короче. Вот ребят спрашивали, кстати, Андрюха, по поводу топора. Тоже есть в плане колуна вот эта усечка. Только вот видите, в плане колуна, вот если конкретный колун, вот это колун топор. Ну. Есть усечка на колун, Да, но да, он как и топор. Ага. Так что вот, ребят, смотрите. Есть конкретно колун, есть конкретно колун топор. Ну, не особо, конечно, он как колун, но он все-таки колет. А это конкретно колет уже. Так. Бумажка. Хлеб. Надо, ребят, что-то на зуб изначально. Мяско. О, есть оно дело. Маманя же, Алена Сергеевна, салатик сделала, ребят. Ух, отлично. Опа, костер уже готов. Нет, там оставь. Так. Ну, ребят, понятное дело, балдея малость. Так что не ругайтесь. Приехали
во-первых, порыбачить, во-вторых, отдохнуть, в-третьих, пообщаться, в-четвертых, подружиться. Разные области, то бишь ребята из Кировской области. Будем общаться. Что да как. Короче, у нас такой массовый такой отдых. Заработали, начали туда-сюда, даже как-то это самое. Кружарики. Кружарики на воздушном шарике. Раз. Раз. Для чего такой нож, интересно? Ну так, что? Зайца порезать. Зайца разделать. Серьезный такой, да? Да. Так, это что, закидушки дать? Все с ножами, все опасные. Стопим. А вот эту надо попилить, надо, слышишь, пополам. И... Дай-ка я ее пильну, да сиденье сделаю. Да, я что и говорю. Это-то, конечно, хуй профессионал. Можешь чисто по деревьям. Юра, Что? у тебя фамилия Галенко? Нет. Так похоже, блядь. Нет, я что, не разузнали? Вот я сейчас вот нормально отрезал. Я тоже думаю, что не знаю. Ты точно на 2 дня Поднимем, что, ребята? Давайте подумаем. Бокалы. Очень классно, такой очень противный? интересно. Да стол ничуть неправильно поставили, да? Вот он, наверное, там бы стоял, вот вообще самый то было. Да. Просто кто-то Можно и стол так перенести, наверное, или что? Что ты, давай не стоит. Да кому-то. Ну тут знаешь, тут не особо как бы этот. Не, давай по темноте, когда... Не, брат. Когда никто ничего не видит. Такая штука. Ну, наверное, в курсе все служили. Армейский сухпайок. Паёк. Офицерский? Армейский паёк. Короче, брат, тут вообще, тут и разогреешь, и все поешь, и там, короче, горячий. Офицерский? Почитаешь, посмотришь. В офицерском есть Дюрова. Если у тебя Дюрова нету, так это, не обессудь. Вообще, блядь. Ну, а Серега серый, брат. Ну ты же побольше, братик. Тебе побольше, родной. Вообще, спасибо большое. Спасибо, Андрюха. Рванул, но он не обессудь, он целый. Просто Ну, это случайно. случайно. Это ЧК, блядь. ЧК, да. Спасибо. Нет, а чё, хули, чё? Короче, штука нормальная, там, не знаю, там разберетесь. Сейчас съедим. Нет, это... Я не про это говорю, Что-то, братский, это мне, да? Да, это тебе. О, слышишь? Вот Лариса Юрьевна, слышишь? Точно. Прям туда-сюда. А так как ты налимятник, вот тебе крючочки путевые. Да, братан, ну не на Енисее же, ну слышишь. Ничего, ты здесь... И здесь найдем, да? И ты же собирался на 5 килограмм. Но как можно на 5 килограмм ловить на слабые крючки? Да, братан, то есть, ну спасибо, слышь, ну вообще от души, реально. Нет, ну блин, ну реально приятно, конечно, очень приятно вообще. Так, Ты просто потом, знаешь, так, волки не бегали? насаживаешь и заматываешь. Туда или Не, туда, вот и, туда. короче, нет, только не в нас, ладно? Давайте туда, подальше. Ну вот эти, конечно, вообще, слышишь, Огонь, да? вообще огонь. А, кстати, да, я зачем? Такие крюканы вообще. Вот это да. Серый, спасибо, брат. Лариска Юрьевна, привет потом тебе передаст, по-любому. Четко. Сколько, результат такой завести, да? Волков не будет, да? Запах пороха